Multfilmimiz sonuna yetti. Dostlar, şu cümleden kendi adetlerimizge göre stüdyamızda musafirler sizni bekley. Çok meraklı mevzu hakkında laf edeceğimiz. Bir sırrını açayım sport hakkında. Da, çünkü kubuklar mı belesem endi korunayım. Kubuklar endi korunayım. Demek biz şimdi halkımızın ve aslında bizim yarımadamızın, vatanımızın istidatları ile sübetleşeceğimiz. Şunun için Bornus adilesiyalarını takdim edeceğim. Elbette ki dostlar, eski Kırım'dan bizge teşrif buyurgan musafirler. Bugün küçük sırrını açayım. Bu eski Kırım'dan bizge buyurgan musafirler sonki musafirler değiller. Çünkü ikinci blogumuzda, programımızın ikinci kısmımızda yine de eski Kırım'dan musafirlerimiz bulunacakmından. Şimdi ise biz bu güzel insanlarını sizge memnuniyet ile takdim edeceğimiz ve büyük galebeler, intiluvlar ve elbette ki hayaller ve erişken neticeler hakkında biz bugün söz yükselteceğimiz. Nasıldır bu şekilde sorarsanız, şimdi bileceksiniz çünkü bizim musafirlerimiz Kırım Cumhuriyeti'nin Oyama Karate Federasyası'nın prezidenti Andrey Sisoyev, Kyokushinkai Karate boyunca şampiyonu Ediye İslamova ve Kyokushinkai Karate boyunca şampiyonu Sergey Gritsak bizim stüdyamızın musafirleri ola ve onlar öz muvaffakiyetler sırları hakkında bizge bu yarım saat devamında tarif edecekler. Selam алейкум, здравствуйте. Алейкум селям, доброе утро. Доброе шерифлеринус хайрло олсун, доброе утро. Мы рады приветствовать вас, как Фатиме уже сказала, и немного, будучи ознакомленными с биографией каждого из вас, очень рады, что в нашей студии люди такой величины. Наш традиционный вопрос, он всегда связан с вашим утром. И хотелось бы, Андрей Бей, позвольте так обращаться к вам, начать с вас. Как начинается ваше утро как президента Федерации такого серьезного вида спорта? Ну, мое утро начинается, в первую очередь, как утро любого папы. Я бужу детей, пытаемся собраться в школу, в садик, едем в школу, едем в садик, и потом свободно я уже могу заниматься своими делами, то есть заезжаю в зал, немножко тренируюсь и по организационным делам, по семейным делам, то есть в таком духе. Отлично. А важна ли утренняя тренировка с утра? Ну, если вы, скажем так, действующий спортсмен, это очень важный фактор, вы должны четко поддерживать себя в форме. Если вы находитесь в какой-то возрастной группе, где вы уже не выступаете, это важно, в принципе, для здоровья уже. То есть вы должны все равно себя поддерживать в форме, чтобы ваши суставы, ваше тело целый день вам служило добром и пользой. Поэтому в любом случае, ну, минут 15-20 разминки, это для любого человека очень полезное дело. Спортсмен должен заниматься около часа каждое утро. Спасибо. Сергей, Идея, вы находите время для тренировок по утрам? Да, конечно. Каждое утро у нас свои тренировки в домашних условиях, в спортзале иногда. Сергей, вы тоже? Да, по утрам занимаюсь во дворе у себя дома. Как вы связываете такой серьезный вид спорта со своей учебой? Ведь вы еще студенты, хотела сказать, ведь вы еще учитесь в школе. Сложно ли вам и с какими сложностями вы сталкиваетесь? Идут ли преподаватели, возможно, вам на уступки в каких-то ситуациях? Ну, в общем, преподаватели идут на уступки, если вдруг какие-то соревнования, либо же тренировка. Они понимают нашу ситуацию и отпускают, но все равно связываем. Утром встать немного пораньше, позаниматься и пойти в школу. В принципе, все успеваем. То есть удается совмещать вам тоже? Да, да. Удается совмещать все. Расскажите нам, вот мы видим ваших воспитанников очень много наград. Вы помните, когда они впервые пришли заниматься? Ну, конкретный день я, конечно, помнить не могу, потому что когда дети приходят в группу, они, в принципе, все одинаковые. Вот. И ты начинаешь понимать, что у них есть какие-то перспективы, ну, примерно месяца через 2-3, когда реально видишь какое-то рвение, желание. Вот. Ну, Сергей пришел к нам в конце 2010 года, идея буквально там месяца через 2-3 пришла. Вот. Поэтому чем я запомнил Сергея? Он у нас самурай, он очень скромный, тихий, но очень такой работоспособный.
Дия, когда пришла, она была такая веселая кукла, я тоже ее прекрасно помню. И, честно говоря, я поначалу даже не думал, что из нее ну, что-то действительно получится. Вот, потому что она немножко была такая, ну, где-то веселая, неуклюжая, но очень общительная. Как бы. Она всегда находила такой контакт с людьми. И где-то в течение первого года уже вот пошли первые какие-то результаты на экзаменах, на соревнованиях. И как бы начали понимать, что действительно достойный такой результат будет. Сергей, кстати, свое первое место, насколько я помню, занял в 2011, по-моему, году. 11-м? 12-м. 12-м. Это был турнир в Кировском. Он был посвящен памяти дважды героя, летчика-испытателя Амитхан Султана, известного. Вот. Это был крымский турнир, он проводился в поселке Кировское, Кировского района. И вот он, есть фотография в зале, где Сергей еще совсем маленький, там, с первой медалью. Как бы я, когда сейчас показываю родителям новым, которые приводят детей, Сергея до и Сергея после, они как бы ну, удивляются. И то же самое с Идие. Когда я показываю ее фотографии ранние, никто не верит, что это Идия. Потому что совершенно другой человек. Идия Ханым, какая была ваша первая победа и как она вам запомнилась? И сколько у вас вообще побед? Моя первая победа была в городе Керчь, когда я вышла в полуфинал с девочкой из Евпатории. Я ее выиграла, прошла в финал. В финале я билась со своей подругой из Старого Крыма. Так бывает, да. Да, это очень сложно было, но мы отбились, как я одержала победу, заняла первое место в Керчи, стала чемпионкой Крыма. И ну, после боя, естественно, мы там с ней уже обнимались, как просто из-за того, что бились. А побед, ну, достаточно, если там 27 первых мест у меня. Машаллах. А вы, как мы уже знаем, были на чемпионате мира в Токио и недавно были в Сочи на чемпионате России. Эмоции, переполняющие вас, когда вы представляете наш полуостров на такого рода соревнованиях, на соревнованиях такой величины, что вы испытываете, когда произносится ваша фамилия, когда говорится, что вот вы сейчас выйдете на ринг, не ринг, правильно? Татами. На татами. Ваши ощущения, переполняющие вас, что вы испытываете в этот момент? Ну, это даже невозможно передать, просто столько, ты чувствуешь, что на тебе столько ответственности, что за тебя столько людей болеют, твои друзья, твои родные все, родители. Просто это очень сложно даже выйти на татами. Но как только начинается время, и буквально после первого удара ты обо всем уже забываешь и просто хочешь показать все, что ты можешь, ну и стараешься победить. А ваши родители? Что ощущают ваши родители, когда вы во время боя, вас, возможно, ударите вы? Мама не говорит, тебе больно, не ходи. Ну, мама, естественно, сначала так говорила, что зачем тебе это надо, давай танцы, там, все такое. Как всем девочкам. Но потом, как она поняла, увидела вместе с бабашкой, что у меня получается, у меня есть свои успехи, и уже они сами как меня подталкивают дальше идти в этом направлении. Идия Ханым, Идия Ханым, что вы заняли в Токио, что вы заняли в Сочи, места, победы, что это было? В Токио я прошла первый круг. Ну, к сожалению, во втором кругу не получилось пройти. Я вошла в 15 девочек из своей категории. А в Сочи я заняла второе место на чемпионате России. О, Гузель, машаллах. Европа у тебя еще. Ну, да. А про Европу тоже. Про Европу тоже расскажите. На чемпионате Европы я провела 3 поединка. Вышла в полуфинал. Там выиграла девочка, вышла в финал. Там было очень сложный бой вообще. Было 3 времени. Первый бой мы отбились, сказали ничья. Мы отбились второй бой. Поставили на весы, вес одинаковый. И бились еще 3-й раз. И после 3-го раза 2 судей отдали победу за меня, 2 судей отдали победу за соперницу. И рефери как отдал победу сопернице, и я взяла 2-е место. Ого. То есть вот можно даже вот не с первого раза, да, как бы понять, победил ты или нет, можно вот по этапам.
Андрей Бей, вы говорили о том, что Эдие скромная в жизни, но на татами она показывает, кто она есть, и достигает этих побед. Сложно ли раскрыть личность человека, когда он только приходит, личность ученика, и сделать из него чемпиона, показать ему правильное направление? Важно ли здесь желание ученика, на ваш взгляд? Ну, буквально есть несколько категорий детей. Почему детей? Потому что мы в основном набираем детей с 6 лет. И в этом возрасте дети, наверное, наиболее понятны, потому что они действительно искренние, они открыты. И можно, в принципе, прогнозировать результат. То есть один ребенок веселый, подвижный, активный, другой плачет, обидчивый, третий ленивый, неисполнительный. Поэтому, конечно, начальная стадия видна сразу, но и в дальнейшем огромное влияние оказывает тренер, родитель, желание ребенка. Соответственно, очень часто бывало в моей практике, что я думал, что из этого человека ничего не получится, но благодаря, опять же, родителям, самому ребенку и пониманию общения ребенок-тренер появлялись результаты. А бывало наоборот, приходит ребенок, у него природный дар, он с первого дня начинает работать, с первого дня показывает результаты, поэтому 50 на 50. То есть, но очень важный фактор, хочу отметить, что в воспитании ребенка в первую очередь важны родители. Они должны контролировать. Ведь мы же контролируем ребенка в школе, правильно? Мы же не говорим ему: не хочешь ходить в 3 классе в школу? Не ходи. Мы же так не говорим. Мы стараемся довести его до 11 класса. И также в карате родители должны контролировать. Они не должны говорить: не хочешь? Ну не ходи. Если стали на этот путь, надо поставить результат. Либо это черный пояс, либо это чемпионство, либо это здоровый образ жизни. И как бы следовать вперед. Поэтому здесь все важно. Ребенок, тренер, родитель. Командная работа. Да. Сергей, хотелось бы поговорить о ваших победах. Ваш тренер вспомнил ваш приход. Как сами вы помните этот день? Почему решили именно этот спорт выбрать? Ведь есть много других видов спорта. Не знаю, мне было тогда 9 лет, я ходил в школу, и у нас там было объявление, типа набор в группу набирается, карате. Но я решил попробовать себя. Пришел, мне понравилось, и после этого момента до сих пор хожу. До сих пор становлюсь чемпионом, да? Расскажите про ваши соревнования. Где вы были, чего достигли? Тут есть среди этих кубков? Да, вот три его, 3 Эдие, тут как бы... Все поровну. Расскажите об этих соревнованиях, пожалуйста. Я был на многих соревнованиях, много раз становился чемпионом Крыма, призер Украины. Вот там есть кубок, первый кубок, он тут «Глобус». Это призер, серебряный призер в всероссийских соревнованиях в Краснодаре. Вот недавно в Сочи приехали, 3-е место занял. Ну вот так. Участник чемпионата Европы был. Конечно. То есть уже покоряете Европу, мир. Вот Эдие сказала, что у нее был такой случай, когда ей пришлось войти в схватку со своей подругой. У нас действительно бывает очень много спортсменов, которые рассказывают, что действительно с друзьями по рингу приходится вступать в бой, но все говорят, что как бы дружба дружбой. А были ли у вас такие случаи, когда вот вам приходилось с вашими друзьями тоже? Нет, у меня таких случаев никогда не было, так как у нас на карате моя категория никогда не приходила, возраста моего. А бывало такое, что с какими-то ребятами, вот помимо как бы татами, правильно? Да. Помимо татами становитесь друзьями за пределами уже зала? После соревнований, возможно. Нет, вряд ли. Еще не было, да, такого? Ну, у него не было, а по жизни, конечно, часто такое бывает. Но мы знаем, что спортсмены — это вообще очень дружные люди, и они общаются и после соревнований, и до соревнований, на сборах. Просто расстояние. В Крыму в Сергея категории не всегда очень много людей, поэтому, ну, как бы общение не очень плотно. Когда выезжают за регион Крыма, вот это расстояние, ну, единственное, какие-то социальные сети, может быть, помогают общаться. А так, конечно, расстояние. Вот у него есть друг в Краснодаре очень хороший, Гена Попов. Они с ним уже 3 раза подряд дерутся и никак не могут выяснить, кто же сильнее. Вот. Надеемся, скоро встретимся в Феодосии на турнире в ноябре с представителями Краснодара. Вот Сергей, так сказать, опять будет, видимо, с ним бороться за призовые места. Удачи вам. Крым должен победить. Ну, Крым никогда не занимал, скажем, последние места. Это действительно не бахвальство. Очень часто команда Крыма в призерах, в 1-х, 2-х, 3-х местах. Поэтому просто Крым, он какой-то вот такой, не сдается. Сплоченный. Никогда. Да.
Идея Ханум, менталитет нашего народа, крымско-татарского народа, предусматривает, что крымско-татарская девушка должна быть скромной, должна быть тихой в каком-то плане, как бы шагая все дальше и дальше, наши крымско-татарские девушки пытаются адаптироваться под новую среду, когда как бы они увлекаются какими-то новыми видами. Вот как, например, на вашем примере мы видим, да, что девушка начала увлекаться современными видами спорта, которые, возможно, раньше не были присущи нашему народу. Вопрос в том, как ваше старшее поколение, бабушки и дедушки отнеслись к такому выбору. Как они восприняли ваш выбор и что они вам говорили? Ну, они восприняли мой выбор очень положительно, так как я являюсь девушкой, и в любой ситуации я смогу за себя постоять. Даже вот я занимаюсь спортом, и Биташка, Харбабашка, они все поддерживают меня, вся моя семья. Им нравятся мои победы, они искренне радуются за меня, когда я приезжаю с первыми местами или становлюсь призером каких-то больших соревнований. Ведь даже спорт не мешает соблюдать традиции и все обряды крымско-татарского народа. Машалла. А не было такого, что Биташка либо Харбабаша говорят: Машалла, Эдие, Огренден, Буршеден Хорхмайсон, все, теперь дальше, иди на танцы. Например, не было такого, что вот они говорят: уже научилась, все, хватит. У Биташки иногда такое бывает, но все равно потом она как понимает, что я уже, вряд ли я уйду с этого пути уже. Я решила для себя, что в будущем буду посвящать себя этому спорту. Ну и уже очень редко возникают такие вопросы. Смоделируем такую ситуацию, Бахуш. Моделируем. Вы вернулись с очень серьезного мероприятия, с очень серьезного какого-либо соревнования с медалью, с кубком. Что делают ваши бабушки и дедушки в этот момент? Устраивают байрам в этот день? Обычно, когда я приезжаю с соревнований большого типа, я, когда захожу в дом, дома вся моя семья, МДшки, тезешки, все просто сидят за столом, ждут меня. И так приятно, когда заходишь в дом, и все тебя ждут. И когда я уезжаю на эти же соревнования, ко мне все приезжают провожать меня, как всегда у нас как в семье так принято, что все собираемся. Вот Эдия заговорила о будущем. Я хотела бы спросить, а как вы видите свое будущее? У вас есть такой отличный, я считаю, пример для подражания. Хотели бы вы стать тренерами, возможно, в будущем, Сергей? Да, хотелось бы стать тренером, по крайней мере, тренировать детей. То есть у вас есть это в планах? Да. А вы, Эдия Ханум? Это обязательно для меня уже после школы. Я для себя лично решила, что я буду продолжать в этом направлении, тренер, и заниматься спортом сама, и выступать дальше. А в каком вы сейчас классе учитесь? В 9. В 9. Сергей, а вы? В 10-м. В 10. Отлично. Уже скоро, можно быть. Но они уже, кстати, выполняют функции моих помощников. Бывают такие ситуации, мне надо куда-то отлучиться, и я могу позвать или Сергея, или Ди, чтобы они заменили меня в младшей группе, либо начали какие-то начальные тренировочные процессы в старшей группе, поэтому... Потенциал есть. Это в самой методике так предначертано. Надо плавно подводить к тренерской деятельности. То есть, как говорят, из 1100, из 110, из 10 1. Вот так и здесь. То есть выбирают, сама природа, наверное, их как будущих учителей. Андрей Бей, Сергей Бей, Эдия Ханум. К сожалению, время уже подходит к концу, и мы бы хотели попросить вас о том, чтобы вы пожелали что-нибудь нашим телезрителям. Начнем, наверное, с вас, Андрей Бей. Что бы вы хотели пожелать? В первую очередь, всем бы я хотел пожелать мира, здоровья, счастья в семьях, чтобы наш Крым процветал в дружбе, чтобы все у всех было хорошо. И в первую очередь ведите здоровый образ жизни, живите дружно в семьях, это самое главное, и тогда будет действительно все хорошо у всех. Занимайтесь спортом. Спасибо. Сергей. Сергей. Мне хотелось бы пожелать всем добра, мира, здоровья, чтобы занимались спортом, процветали, все такое. Спасибо. Спасибо, Эдия. Эдия Ханум, сразу с Диэндом. Я хочу присоединиться ко всем сказанным словам, пожелать еще раз
Просто здоровье человека, чтобы он занимались спортом, неважно каким, развиваться для себя лично. Там, может быть, кто-то захочет каких-то успехов. Это очень полезно и пригодится в будущем. Çok sağ olun. Çok sağ olun, спасибо, Спасибо что большое. посетили нашу студию. Мы, в свою очередь, от имени нашего телеканала, от имени нашей программы желаем вам новых побед, новых кубков. И спасибо, что представляете наш Крым на мировой арене. И всегда рады видеть вас у нас в гостях. И sağ olun, что пришли к нам. Спасибо. Спасибо большое. İşte dostlar, biz devam ettik ve bizim Kırımımız bir çok yıllar devamında bütün milletini, bütün dünyanı hayretте kaldıracak. Çünkü yıldan bizim güzel, istidatlı vatandaşlarımız bizim güzel vatanımızı, halkımızı dünya boyunca tanıtırlar. Ve o hep devam edecek. O hep böyle olacak ve Kırım Tatarları hakkında da çok yıllar devamında herkes bilecek. Elbette ki Kırım'ın en vatanperver, en şen savayını devam etti dostlar. Ve şimdi sizler için növbetteki levhamız bundan son çok meraklı şeyler Millet Telekanalı ile olunuz.